Ситуация непредсказуемая абсолютно. То есть все стабильно на стабильно плохом уровне у нас находится. Будет хреново туча кандидатов в президенты. У нас больше не пропадают люди. Депрессия развивается. Получилось потом немножечко посидеть. Страсти будут накаляться. До какого хрена? Пойдемте. Будем воинами Севера. Павел, зараз усе робяць прагнозы на будучыя прэзідэнцкія выбары. Вось што вы думаеце, як яны пройдуць, што будзе? Ну, я как известный эксперт по всем вопросам, правильно? И могу предсказывать будущее, поэтому сейчас я вам выдам свой прогноз. Ситуация непредсказуемая абсолютно. Прогнозы давать бесполезно. Все может измениться просто вот так вот по щелчку пальца. В конце концов, ну я не знаю, есть такой фактор, я его называю фактор банановой кожуры, когда, например, высшее должностное лицо будет там идти у себя по какой-нибудь резиденции, хлоп, подскользнулся, и все, и нет человека. Может быть и такой сценарий. То есть может быть все, что угодно. Но, скорее всего, будет так. Будет хреново туча кандидатов в президенты. Люди будут путаться, люди будут теряться. Мне, например, даже там, человеку глубоко интегрированному в тусовку и такому ангажированному, который каждый день читает новости, тяжело порой разобраться со стратегиями различных людей, но самое понятное на данный момент — это большая часть, скажем так, то, что мы называем оппозиционными силами, это то, как они выбирают единого. Вот это для меня понятно. А будет, если соберется, ну, будут фальсификации, очевидно, потому что с чего бы им интересно в этот раз не быть. Да, если последний раз мы видели нормальные выборы в 1994 году. Вы, уже и не бачили? Я так точно не видел. Я в то время вообще думал, что я живу в России. Значит, в фальсификации, естественно, люди будут выходить на улицу в день выборов. Скорее всего, будет объявлена какая-то акция в этот день. Ну, а там уже будет видно. Все будет зависеть от количества людей. У 2010-м вы актыўна удзельнічалі як член каманды Владимира Некляева ў прэзідэнцкай кампаніі. Чым прынцыпова адрозніваецца сітуацыя зараз і тады? І ці можа ніякіх адрозненняў таких нема? Первое, что приходит в голову, это наличие денег. На кампанию 2010 года у многих, и у Некляева в том числе, на избирательную кампанию было много денег. То есть там много вообще штабы могли себе позволить. То есть и там и съем офисов, и вот это вот все. И там люди на зарплате там сидели в офисе, кто там отвечал за это, координаторы по всем городам. То есть вот это вот все. Сейчас денег, насколько я понимаю, нет. То есть если партия БНФ не может позволить себе нормально оплачивать офис, то есть у них на это нет денег, то ну, мы можем представить, что есть у остальных. И сейчас там выходят интервью с кандидатами из праймерис, то есть, ну, и мы видим, как живут они, то есть там, ну, денег нет, это обычно просто по-среднему они живут, то есть миф про то, что там какие-то нечеловеческие гранты и деньги у них вываливаются из карманов, это на самом деле миф. Ну, ўжо мне падаецца, нават прапаганда так не эксплуатуе гэтыя міфы. І наадварот, я бачыла на такіх прарасійскіх інтэрнэт-рэсурсах нават, ну, што вось ужо Захад не верыць у беларускую апазіцыю, грошай не дае. Гэта сапраўды такі, ну, доказ ці знак нявер'я ў тое, што выбары, хаця б нешта палітычная кампанія ў Беларусі вызначаюць, выбары ці не выбары, ці, ну, нейкая іншая рэальнасць, у якой апынулася апозиция? Есть у западных доноров два момента, почему они больше с неохотой, скажем так, если кого-то поддерживают, то с неохотой. То есть неверие в нас, то есть мы там за сколько-то там лет не показали никакого результата, грубо говоря, то есть все стабильно на стабильно плохом уровне у нас находится. Ну и еще они как бы так в кулуарах говорят неофициально, что они не добрые самаритяне, они не добрые дяденьки, это политика. И после Украины дестабилизация обстановки в регионе нахрен никому не надо, и им в том числе. Назіраючи, ну так, звонку зараз за кампанією, ці може ви ангажаваныя, я не ведаю?
ну, что-то есть. Вы задайте вопрос, а я вам расскажу. Я хочу запытацца пра настрой. Вось у 2010 годзе у членаў камандаў, напэўна, не было такога настрою адназначна, мы пераможам, вось яна перамога, толькі У меня был именно вот так вот я и думал. Вы сапраўды верылі, што Да. можна перамагчы? Да, мы к этому готовились, мы к этому шли. Получилось, что не получилось. Получилось потом немножечко посидеть, но дело житейское. Але зараз у членаў камандаў няма такога, ну, такой веры ў перамогу. І нават наадварот, калі Віталь Рымашэўскі пра перамогу загаварыў, яго, ну, пачалі крытыкаваць. Это іншы настрой, ён на нешта можа паўплываць ці не можа? Слушайте, ну вы поймите, у людей депрессия развивается, особенно у тех, кто долго этим занимается. Вы не представляете себе, как это тяжело изо дня в день, из года в год что-то делать, сидеть в тюрьмах, там какие-то у тебя проблемы, тебя там выгоняют с работы, с учебы, а результата ни хрена не видно ощутимого. То есть мне кажется, что он есть, у нас еще все не так плохо именно благодаря этим людям, но конкретного результата своей работы ты пощупать не можешь, и тебя это загоняет в депрессию. И ты, соответственно, перестаешь верить в победу. Вот, я думаю, примерно поэтому. Но если вот лично мое отношение, возможно, все. Я считаю, что вероятность любого исхода в Беларуси 50 на 50. То есть либо да, либо нет. Либо произойдет, либо не произойдет. Потому что если изучать там то, как это было в других странах, там, я не знаю, Египет, люди вышли бороться за парк. Просто за парк. А потом, бац, революшн. В последний Майдан в Украине. То есть студенты вышли, их там было пару сотен человек. Потом их отхреначил местный Беркут. И люди как-то им это очень сильно не понравилось. И оп, опять революшн. То есть все так вот изменяется. Што можа не спадабацца беларусам? На гэтую тэму таксама ёсць спрэчкі і нават анекдоты, што якраз беларусы тая нацыя, пакуль што будзе цярпець, што няма межаў нашаму цярпенню. Вы згодны ці не згодны? Конечно, нет. То есть, ну, мы же партизанская страна, в конце концов. Мы те люди, которые фашистские поезда спускали с рельсов, и как бы и нормально, если надо, уходили в леса. То есть, если надо, это были восстания. То есть, все у нас нормально на самом деле. Ну, благодаря тому, что диктатура у нас, прямо скажем, мягкая, не жесткая, то есть у нас больше не пропадают люди, их больше не убивают. Ну, в тюрьмы сажают, конечно, не без этого, но тем не менее. То есть есть шарка-шкварка, есть твой старый Volkswagen Passat у тебя, то есть, ну, ты, в принципе, как-то можешь жить и кое-как кормить своих детей. Поэтому терпим. Ну, что, Каддафи держался 42, по-моему, года, или сколько там он держался, ну и все. Ну, дык з вашых словаў вынікае, што ніякіх прагнозаў на акцыі пратэста рабіць не выпадае. Шарка-шкварка ёсць, яе пакуль ніхто не адбірае, нейкіх вялікіх запытаў у беларусаў няма. Ну да, но я же говорю, все может измениться просто в один момент. Сейчас, естественно, я не верю, что мы там соберем, я не знаю, ну, условно, 100 тысяч на улице города Минска. Конечно, сейчас не верю, но посмотрим, что будет, потому что страсти будут накаляться, я уверен. Чем ближе дата выборов, тем, скорее всего, более неадекватно будет вести себя Лукашенко и те, кто называют себя властью в принципе. И я очень надеюсь, что они как-то перейдут черту, и вот мы все белорусики скажем, да какого хрена, пойдемте. Палітолагі робяць такі прагноз, што логіка ўлады, яна такая, што улада павінна закручваць гайкі. Грошай няма, сітуацыя ў эканоміцы вельмі складаная, но падкормліваць ужо няма вялікай магчымасці, таму толькі такія жорсткія меры. У той жа час у нас з захадам адліга. І нейкія рэпрэсіі таксама немагчымыя. Вось ваш прагноз усё ж такі. Будзе адліга палітычная ці, не гледзячы ні на што, чакаць ад прэзідэнцкіх выбараў жорсткага сцэнару? Я практически уверен, что будет оттепель как минимум до самого дня выборов. То есть я помню, как это было в 2010 году. В 2010 году можно было все. Можно было все настолько, что я сознательно со своей командой шел на нарушение общеизбирательного законодательства. То есть я вел агитацию в метро. И я хотел просто посмотреть, что мне будет. Мне подошли менты и сказали, уходи. Я сказал, я не пойду, а что вы будете делать? Они развернулись и ушли. То есть настолько было можно все, что прям,
шикарно. Мне кажется, что в этот раз все будет примерно так же. Ну, опять же, как там в день выборов, возможно, опять сдадут нервы. Але 10-й год скончыўся, нягледзячы на такую дэмакратычную хаду выбарчай кампаніі, першымі масавымі палітычнымі працэсамі ў Еўропе. Яны былі ў нас тут у Беларусі, масавыя суды, арыштаваныя кандыдаты ў прэзідэнты, крымінальныя справы, не толькі адміністратыўныя арышты і так далей, і так далей. А цяпер? Ну, Ёсць буйныя сярод кандыдатаў, ёсць буйныя сярод их команд, электорат. конечно, есть. Например, Северинец. Я могу сколько угодно не соглашаться с ним, могу сколько угодно прикалываться с него там в Фейсбуке и вот это вот все по его каким-нибудь там резким, некорректным высказываниям. Но Север — это тот человек, который способен взять на себя ответственность, он способен быть лидером. Ну, я не знаю, вы «Игру престолов» смотрели? Глядела. Ну вот, будем воинами Севера. Вас шмат? Вообще мало. Нас просто минимум. То есть я, поскольку теперь живу в городе Березино, я планирую пока заняться этим замечательным городом, поскольку, ну, насколько я знаю, там до сих пор еще не было человека, который на избирательных кампаниях смог бы взять, выйти к рынку, поставить бело-красно-белый флаг, поставить стол и собирать там подписи. То есть были какие-то заезжие граждане, такие блуждающие пикеты, они есть во многих штабах президентов, в смысле кандидатов в президенты. Вот. Но такого стационарного человека не было. Вот мне это еще надо для того, чтобы... Вы описываете стратегію, якая ўжо была прызнана памылковай. Бо рэвалюцыі робяцца ў сталіцах, і ад маленькіх гарадоў нічога не залежыць. Залежыць толькі тады, калі лічаць галасы. А у нас гэтага, як вядома, няма. Я не согласен с тем, что эта стратегия ошибочная и что от малых городов ничего не зависит. То есть есть пример хлопающих акций, где люди выходили на площади в своих городах на главное и стояли там и хлопали. Мне кажется, это было шикарно. И если бы менты тогда это все жестко не пресекли, то тогда был шанс. Это выглядело довольно круто. Гэта кампаніі такога маральнага ціску, але ніяк яны не ўплываюць на вынікі галасавання. Конечно. А зачем вообще влиять на итоги голосования, если выборов нет? То есть голосование как процесс и вообще выборы как процесс кидания бумажки в емкость. Это то же самое, что и просто любую бумажку кидать в унитаз. Павел, тады што ёсць праграма мінімум и праграма максимум на гэтыя выборы? Программу минимум я не знаю. У каждого она, наверное, своя. У меня программа минимум. Чтобы каждая собака в городе Березино знала, что в случае чего, не знала, к кому вообще обращаться. Может, я вообще хочу стать мэром этого города в будущем. Мне вот там нравится очень сильно. Программа максимум — это победить. Ну што ж, все мы марым пра перамогу, але неяк яна як той гарызонт. Мы набліжаемся, і яна адыходзіць з кожнымі выбарамі. Ну, как там говорят, мы морально побеждаем. Я так устал морально побеждать, честное слово. Я морально уже давно у всех выиграл. Мне бы хотелось как-то материально. Ну, хацелася б сапраўдных перамогаў. Ну, давайте пожадаем нам усім сапраўдных перамогаў, і ў незалежнасці ад таго, вы займаецеся палітыкай ці палітыка вами займаецца. Давайте будем помніць, што у выніку перамога залежыць ад кожнага, і кожны можа зрабіць свой унёсак. Госцем размовы быў Павел Вінаградаў, я Святлана Калінкіна, і сустракаемся на Белсаце.